Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы сельского поселения Далаково показали отличные результаты на республиканском турнире по кикбоксингу среди юношей 2009-2014 годов рождения. Соревнования памяти юного победителя первенства СКФО Адама Бекова прошли в селе Верхние Очулки. Юные кикбоксеры стали победителями и призерами данного турнира. Так Ирсхан Баркинхоев и Абдуллах Эльмурзиев завоевали золотые медали. Бронза досталась Абдулмалику Аздоеву, Абдурахману и Абдурахиму Балаевым. Тренирует ребят Саид Эльмурзиев и Залимхан Арсаев. Отличились также и воспитанники тренера Муслима Картоева. Серебро в активе Имрана Акталиева, Руслана Яндиева и Абдулы Зурабова. На третью ступень пьедестала поднялся Мухаммад Зурабов. Ингушские мастера кожаной перчатки начали свои выступления на чемпионате России на ринге Дворца спорта «Труд» в Иркутске. За медали этих значимых соревнований при ангаре будут сражаться 343 спортсмена в 13 весовых категориях от 48 до 92 килограммов из 65 субъектов страны. Отмечается, что Ингушетию на состязаниях представляет Мусар Плиев, Умар Султыгов и Имран Сакалов. Финальные поединки пройдут 11 и 12 октября. Призовой фонд турнира составит 26 миллионов рублей. Обладатели золота получат по 1,5 миллиона рублей. Маусар Юлоев снова в топ-5 рейтинга полулегкого веса UFC. Наш ингушский боец имеет за плечами 18 побед без единого поражения. Выступает Маусар в весе 65 килограммов. Стоит отметить, что бой Юлоева против Алджимейна Стерлинга состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Изначально бой должен был пройти 5 октября в Солт-Лейк-Сити, США. Однако Стерлинг сообщил, что не может драться по медицинским показаниям. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.